Ну, на самом деле, не очень люблю рассказывать о себе при первом знакомстве. Людям, если что-то нужно, они узнают в последующем. А все, что касается каких-то публичных вопросов, они всегда могут узнать это от кого-то или из социальных сетей. У меня открытая страничка ВКонтакте и открытая страничка в Инстаграме, поэтому всю информацию обо мне они могут узнать сами. В людях я больше ценю, конечно же, профессионализм, то есть это касается в основном профессиональной деятельности. Что касается каких-то просто межличностных отношений, мне важно на самом деле не столько наличие у человека каких-то определенных качеств, а просто чтобы человек был хорошим, достаточно любознательным и при этом открытым. Я достаточно люблю путешествовать, много читаю. Мне куда интереснее провести время где-то на природе или уехать куда-нибудь в другой город, чем сидеть в Сыктывкаре, в своей квартире, потому что в путешествиях ты узнаешь много нового, интересного. Путешествовать, наверное, это такой способ восполнить свои силы, энергию, при этом получить еще массу положительных эмоций. Наверное, это все-таки книга. Меня с ней познакомила одна моя очень хорошая знакомая. Это книга называется «Поллианна», про девочку, которая во всем всегда видела только положительные стороны и пыталась всегда найти эти положительные стороны. Книжка оставила очень хорошее впечатление. На самом деле она относится к категории детская литература, но при этом я бы советовал ее почитать абсолютно всем. Очень полезно, и она показывает, насколько наши проблемы могут быть не проблемами. Да, то есть все зависит от того, как мы их воспринимаем на самом деле. Музыку я слушаю абсолютно любую, все зависит от настроения, поэтому здесь какой-нибудь, не знаю, Яндекс.Музыка, радио включил и все. То есть каких-то особых предпочтений к музыке нет. Я слушаю все, начиная от классики и заканчивая современным творчеством, которое иногда нельзя назвать музыкой. Не знаю, наверное, чтобы не тормозил. Потому что некоторых результатов, которых я добивался достаточно долго, можно было достичь немножечко быстрее, если бы где-то чуть-чуть чем-то пожертвовал. То есть я где-то очень сильно тормозил, поэтому так получалось, что результат достигался немножко позднее, чем хотелось бы того. Поэтому я посоветовал себе не тормозить. Ну, давайте, наверное, не о молодежи, а о студентах. У нас с ними разница самое большее, наверное, 11 лет с первокурсниками, поэтому мы с ними примерно в одной ценовой категории, назовем это так. Студенты меняются каждый год, да, у них меняются какие-то ценностные ориентиры, а главное, у них меняется сама цель поступления. Не знаю, с чем это может быть связано. Некоторые очень необдуманно поступают на те направления, на которые они поступают, и в последующем очень сильно об этом жалеют. Сложно говорить о студентах и о молодежи, особенно с моей позиции, потому что я примерно такой же, как они. Ситуация на самом деле очень интересная. Преподавать я стал не сразу. Я пришел в университет в 2013 году, когда поступил в магистратуру, и пришел я, к сожалению, не преподавателем, а документоведом на кафедру. Были варианты сменить работу, предлагали более что-то интересное, чем просто документовед на кафедре, да, там и в органы государственной власти была возможность уйти, в правоохранительные органы. Но к коллективу прикипел, коллектив очень хороший у нас в институте, прям вот, не знаю, даже с чем сравнить его, у нас очень хорошие дружественные отношения со всеми преподавателями, с коллегами. Мы периодически выезжаем в наш ботанический сад на различные мероприятия. И, собственно, получилось так, что в один прекрасный момент я уже готов был уйти, и мне предложили дружественные кафедры, немножко нагрузки, сказали, ну вот попробуй попреподавать, хотя бы, может быть, еще годик поработаешь с нами. Сейчас, наверное, если что-то предложат альтернативное, я даже задумываться не буду и все равно останусь в университете. Бакалавриат был такой себе, достаточно скучный. Не скажу, что был прям выдающимся студентом. Не всегда понимал преподавателей, не всегда преподаватели понимали меня, было тяжело. На первом курсе я даже подумывал о том, что, может быть, лучше отчислиться, но не мое это. Но потом собрал волю в кулак и более-менее понял, что я хочу от этого образования, и дальше действительно, вот первый курс, наверное, особенно для юристов, его просто нужно пережить, а дальше пойдет уже как по накатанной.
потому что заканчиваются все не такие интересные теоретические дисциплины и становится более интересно. Ты уже определяешься, какая отрасль права тебе нужнее в твоей будущей профессиональной деятельности. А в магистратуре было все очень просто, я уже и работал, и учился одновременно. Поэтому каких-то таких ярких студенческих событий у нас не было. Институт проводил дни института, но тогда еще факультета, потом института. Мы группой принимали в этом участие, но как-то не так, чтобы прям это ярко и феерично, как у некоторых студентов сейчас, у которых потом смотришь их портфолио, у них вместо учебы такое ощущение, что они ездили по концертам, выступали все время и, в принципе, еще и успевали учиться где-то. Ну, наверное, все-таки жить живой жизнью, потому что некоторые студенты приходят в университет, они учатся и больше ничего не знают. Да? То есть они не видят другой жизни, для них учеба есть сама цель. Такого, конечно же, не должно быть, нужно жить живой жизнью, то есть гулять с друзьями, ходить в кино, там, посещать выставки, концерты, мероприятия, путешествовать. Ну, просто не стать заучкой. Да? Главное понимать, что он хочет, и, собственно, не отказывать себе ни в чем, о чем потом будешь жалеть.